Машдо, Сахам Сарнухас. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Давно не показывала вам горы, но все равно съемка не та. У нас, как видите, тепло, солнечно. Ой, все слепит. Ну, немножко вот так вот подтянула. Вы любите. Я знаю, когда я показываю горы, очень красиво, но не передает. Мой телефон не передает эту красоту. Была бы хорошая камера, конечно, это было бы все красиво. Ну вот так вот, друзья. Постараюсь сегодня снять для вас хоть что-то. Обещала же вам. Обещала и снова пропала. Даже не отвечаю на комментарии. Но, как вы знаете, у меня работа. Так, сейчас спущусь. Так, сегодня посадил мне Джабраил. Так, вертится под языком, но уже забыла, что же это. Так, видите, какой у меня даже в плачевном состоянии палисадник, который во дворе. А многие меня обвиняют, что я не снимаю ролики. Да я не успеваю тут даже прибраться у себя нормально. Так, это мои орпингтончики. Так, ну тут очень непрезентабельный вид, действительно, не хочется снимать такое. Но я пока еще не успеваю здесь. Так, что же это было? Сейчас вспомню. Так, можете себе представить? Не могу вспомнить название. Вот знала же, купила же. Ну, короче говоря, он мне посадил. Вы, наверное, сейчас сами скажете, что мне это. Я, походу, вспомню потихонечку. Все, сейчас пойду на кухню. Да, я сегодня у меня сейчас немножко пройдусь и расскажу вам кое-что. Так, вот видите, какая у нас погода 18 ноября. Правда, вчера и сегодня немножко прохладненько. А так у нас было очень тепло. Действительно, как мне Асия из Казахстана писала, что у них аномальное тепло в Казахстане. То же самое и у нас. 22-23 градуса тепла было. Очень тепло. Ну, правда, конечно, это хорошая погода. Сегодня немножко посмотрела, пока пила чай, Копьеву свою Зинаиду. Давным-давно никого не смотрела, девочки. Ни Зиночку, никого не смотрела. У них уже снег. Ну, правда, снега пока не хочется, потому что у меня еще не законченные дела. Ну, не лично у меня, а во дворе ребята должны кое-что сделать. Курятник у меня недостроен. Сын курятник строит. И у меня из этих кур везде бардак. Ну, у нас, правда, цемент куплен, все сделано. Но они работают, не успевают. Короче, друзья, пошла я дальше. Буду сегодня понемножечку снимать, что же я делаю. Ничего такого я не собираюсь делать. Как я вам сказала, у меня сегодня выходной в готовке. Так, ну вот, друзья, дальше покажу, чем я занимаюсь сегодня. Как я сказала, сегодня я не буду делать заказы. У меня очень много работы по дому. Но решила я сначала начать с газовой плиты, пока сюда ничего не поставила. Мы позавтракали, ребята уже разъехались, кто куда. Кто на работу, у кого выходной. Старший сын у меня работает в субботу, воскресенье, выходной, но он подрабатывает таксистом. Он туда поехал. Так, Ибрашка и второй сын на работе. Ну, Ибрашка учится, конечно, но в субботу, воскресенье он помогает брату. Вот так вот, отчиталась. А я сегодня буду вот сейчас здесь уберу. Сетки тоже я спрызнула азелитом. Буду эти сетки, мы сначала вот это все отраю. Это тоже сейчас, видите, еще все в плачевном виде, но надо будет ее тоже нормально вычистить. Тоже азелитом прошлась, но разводы остаются. Надо хорошенечко вымыть каким-нибудь средством другим. Просто у меня закончилось средство АБЦ, хорошо очень чистит все это. И жидкое мыло. Вестер, по-моему, называется. Тоже хорошо все это чистит. У меня его, к сожалению, нет, и я не успеваю куда-то поехать. Так, ну, духовку тоже нужно будет почистить. Ну, посмотрим, по ходу все буду делать. У меня стоят помидоры, которые я прокипятила, ну, прокрученные помидоры, прокипятила я их. Их сегодня нужно что-то с них сделать, потому что уже они прокиснут, пропадут. Нужно сделать аджику и нужно сделать лечо. Да, вы скажете, в конце ноября ты готовишь аджику и лечо. Да, так приходится. Помидоры я покупала 2 недели тому назад. Можете представить, даже, по-моему, 3 недели. Они простояли у меня очень хорошо. Они были чуть-чуть буроватые такие, но очень хорошо простояли. И уже 3-4 дня они у меня стоят уже в прокрученном
и прокипяченном виде. Ну все, болтовней занимаюсь. И да, друзья, я вспомнила, как называется растение, которое я посадила. Это же розмарин. Вот прям вот под языком у меня ворочалось, я не могла вспомнить. Я же купила этот розмарин, он для мяса, это хорошо для баранины особенно. Такой приятный запах. Вспомнила, купила, посадила. Давно хотела его купить, посадить. И да, у меня испортилась столешница, что с той стороны, что с этой стороны. И мне надо срочно покупать столешницу. С заказами все-таки, друзья, очень много все портится. И плита у меня, да, между прочим, новая это уже. Ту я вынесла на улицу, там у меня духовка, не духовка, стекло опять разбилось. И у меня уже теперь 2 большие плиты, хотя та тоже в рабочем состоянии. Эту плиту я покупала за 50 тысяч. Так, у меня тут полы грязные, не хочу вам показывать. Я тут все чищу, короче говоря. Видите, в каком состоянии. Ну, сейчас буду чистить первым делом плиту, потому что пока ребята еще к обеду придут, надо будет что-то приготовить. Ну, хотя можно и под навесом, у нас не холодно. Ну, все, вот такой вот у меня небольшой отчет. Ну что, вот так вот уложила я фольгу. Ну что, друзья, у меня уже все в процессе. Вот это все варит. Вот это вот кастрюля для лечо. Дело в том, что просто я для себя сделала, но меня попросили продать, я продала. Теперь снова делаю для себя. Так, тут у меня уже как готовится обед. Решила быстренько по-быстрому что-то сделать. Пожарю капусту и печеночку. И вот так вот быстренько печень. Ну, это не рецепт, просто так. В молоке немножко подержала, соль, перец, травки пряные. И все. Теперь, если не поставила штатив, я быстро с этим сделаю. Показываю, чем я занимаюсь сегодня. Вот так вот, все в процессе. Так, салатик будет у нас из черной редьки с домашней сметанкой. Так, ну вот, друзья, а тут варится у меня уже аджика. Теперь добавлю сюда чесночок, 20 минут покипело и все. Так, ну вот что, друзья. Значит, лечо я уже закатала, аджику тоже. Аджику уже вынесла, просто 3 баночки. Снова занесла, чтобы вам показать. Вот такая вот аджика у меня получилась. А это лечо. Они уже холодные, потому что я их заливала уже давно, уже вечер сейчас, вернее даже ночь. У меня сегодня были, после обеда приезжали, после 3 Мадина с детьми. Вот такое лечо. Банки, крышки, правда, у меня для варенья просто других не было. Вот такое вот лечо. Это для меня, поэтому для дома ничего страшного, что крышки такие. Так. Алло. Ужин на скале. Так, звонил старший сын, едет домой, что на ужин? На ужин у меня кукурузный хлеб. Только сейчас уже почти готов, сейчас достану из духовки. Так, расскажу, что по ходу. Короче, приезжала Мадина с детьми, ну, я ее позвала, чтобы нам надо было повезти бабушку в больницу к глазному врачу. У нее на один глаз вообще нет зрения, по идее, да, уже сколько лет. Я уже не помню, сколько лет. Еще когда с сыном она жила. Вот. Оказывается, ее еще тогда можно было ей сделать операцию, снять пленку с глаза, катаракту. Вот, короче говоря, повезли мы ее выбирать очки, но оказалось, что ее направили на операцию на глаза. Сначала один глаз, потом уже второй. Ну, посмотрим, короче говоря. Еще перенаправили в другую клинику. Вот, скоро повезем. Вот такой вот большой кукурузный хлеб. Сделаю наш с творогом на топленом масле кодер с хлебом этим. Может быть, картошку отварю, точно не знаю. Вот такие вот, друзья, дела. И вы видите, у меня тут перец и болгарский, и горький. Пока еще он по приемлемой цене, поэтому купила. Хочу посолить капусту, ну как я, то ли кимчи, я не знаю, короче, по-корейски, пекинскую капусту тоже купила, потому что на рынке была на 40 рублей капуста. Уже, по-моему, дней 5, как я купила и капусту, и перец, и ну, никак руки не доходят.
Сегодня вот просто чесночок мне еще бабушка уже почистила, мама чесночок, сейчас занесу. Короче, переключу болгарский перец, острый перец, чесночок. Я его еще называю цехтоном. Ну, некоторые говорят, что неправильно. Цехтон это вместе с ботвой или как, да, острого перчика. Ну, не знаю. Ну, короче, вот такая вот будет такой соус, такая приправа острая. Обычно мы ее даже вот просто так едим, намазываем на, когда запекается мясо, утка, гусь, хоть для чего. Я, в принципе, всегда ее делаю. Делаю абхазскую аджику, делаю эту. Ну вот, сегодня сделаю ее и для этой капусты, да и так впрок сколько получится. Варить ее ничего не надо, просто перекрутила, посолила, чуть-чуть добавила масла. И можно в холодильнике, можно, если холодный погреб, в погребе. Вот такой вот ароматный хлеб большой. Мои любят. В принципе, его на день-два нам даже не хватит, потому что мои мальчики его едят с молоком. Даже вот не нужна никакая подлива, никакая картошка. Вроде бы сваришь им кашу из кукурузной муки или из кукурузной крупы. Нет, она им не нравится. Вот им нужно обязательно кукурузный хлеб, в кипяченое молоко его накрошить. Там буквально 5-10 минут постоит, и они за милую душу едят. Давайте я вам сейчас ее просто в разрезе. Я ее не буду резать ножом. Вот так вот. Только из духовки. Вот такой вот аромат. Просто превосходный. Такая кукурузная мука хорошая попалась. Моя подписчица, можно сказать, уже моя подруга Зарина. Если ты смотришь, привет. Мы с ней общаемся каждый день. Порекомендовала мне, где продается у нас в Ингушетии хорошая кукурузная мука. Вот я купила. И вот я купила 2 ведра желтой и ведро белой кукурузной муки. И действительно она очень хорошая, очень вкусная. Видите, какой хлебушек. Мягкий. Вот такой вот. Все. Ну, сейчас я банки вынесу. Ну и все. Сейчас быстренько все это перекручу. И, наверное, немножко сегодня буду лепить то ли пельмени, то ли вареники. Что-то надо все равно лепить. Так, ну вот. Друзья, я, наверное, в конце ролика еще поставлю, какие-то заказы, которые я снимала. Не все заказы вы, может быть, видели. Кто-то в WhatsApp статусе их видел. Если вам интересно, просто в конце своих роликов буду ставить, вот такие вот, как я отправляла уже готовые заказы. Не как готовила, а как уже готовые отправляла. Вот пока как-то так, друзья. Пока вот буду делать такие ролики, как получится. Не спешите меня осуждать, не спешите меня обвинять в лицемерии или еще в чем-то. Не торопитесь, друзья. У каждого свои проблемы дома, у каждого много чего. И не торопитесь. Зачем вам нужно, осуждая меня или говоря на меня что-то, принимать еще какие-то грехи? У нас у каждого и так грехов навалом. А еще за сказанные слова, в принципе, для человека, которого ты не знаешь, зачем брать еще этот грех? Я не имею в виду именно себя, любого блогера. Потому что комментарии идут и идут, я их читаю, я знаю. Да, даже одна мне написала в комментарии, извините, что я сейчас себя не показываю в этом ролике, просто я не в хиджабе, поэтому. Одна мне пишет, что обвиняет, вот когда у меня ролик с маминым днем рождения, почему нет никакого уважения к нам, что на ингушском языке мы общаемся, и нет на русском ничего. Так, хочу взять нож, чтобы не стоять без дела. Вы знаете, обвинить меня она поспешила, а посмотреть ролик до конца у нее терпения не хватило. Там же бабушка и переводит, и на русском мы ей говорим, чтобы она на русском сказала, и она на русском говорит. Вот почему люди так быстро могут что-то сказать, так торопятся, не досмотрев ролик, не знаю. Вот таких вот высказываний очень даже много. Не очень даже много, много просто. Есть высказывание, что я лицемерю, не то, что я, что блогеры лицемерят, что если бы была зарплата с Ютуба, то, конечно, мы бы каждый день снимали, и в этом роде. Давайте не будем говорить, что бы мы делали. Откуда мы знаем, что бы мы тогда делали?
Я не знаю, что бы я делала, если была бы зарплата на ютубе. А откуда они знают, что бы я делала? Я и другие блогеры. Значит, так просто Всевышний поставил, да? Вот когда была зарплата на ютубе, у меня не было столько работы дома. В принципе, да? А как остановилась зарплата там, хотя я и не очень-то долго получала нормальную зарплату. Я долгое время работала практически тоже без зарплаты. Просто последние месяца 3-4 я так ощутимо начала зарабатывать, но санкции уже и дальше мне не дали заработать. За других не буду говорить. Поэтому не спешите, друзья, не спешите обвинять людей. Откуда мы знаем? Просто Всевышний так поставил. Да, мы теперь зарабатываем не там, а зарабатываем где-то по-другому. Но опять-таки, я же говорю, тогда у меня не было другого заработка. Я тогда же работала, у меня что же работа была? У меня было очень мало заказов. Они сейчас пошли, их больше, клиентов больше, заказов больше. И не то, что там я YouTube забросила. Про идеи я забросила практически все в доме. Я забросила огороды, я забросила палисадники. Если бы вы сейчас видели, я даже снимать не хочу, потому что у меня везде все заброшено, я не успеваю. И что, это тоже я забросила, потому что мне оттуда что-то, ну, в принципе, да, получается из-за того, что, да, там не платят. Просто даже не из-за денег, когда уже как-то ты в этот процесс втягиваешься, у тебя клиенты, и уже отказывать клиентам, даже не ради денег, а просто вот как-то вот, ну, как-то автоматом у меня это идет, вот все, пошел один заказ, один за другим, ты уже не отказываешь, все, тебе нельзя отказать, у тебя какая-то ответственность идет. Не знаю, может быть, я вам не так объяснила или что. Ну все, ладно, не будем об этом. Сколько не объясняй, все равно каждый человек остается при своем мнении. Никому ничего не докажешь. Ну, как я думаю, что я думаю, я вам сказала. Так, ну все, не буду дальше затягивать этот ролик. Сейчас быстренько. Может быть, даже мне Ибрагим пропустит, потому что они уже пришли с работы. Пропустим через мясорубку. И, как я сказала, дальше заказы. А я уже и в том ролике говорила, что меня пока от готовой еды Тандила освободила. Я практически не делаю заказы готовой еды. Почти не делаю их. А делаю полуфабрикаты, потому что их накопилось у меня очень много заказов. Потихонечку мы их делаем. Вернее, я их делаю и отдаю. Ну, вот как-то так. Ну, я, как сказала, я немножко в конце поставлю несколько роликов, наверное, как я отправляла заказы. Всех благ вам, друзья, мира и благоденствия. Так, друзья, отправляю вот такой вот заказ. Маринованные 4 курочки и жареная курочка с овощами. Вот Леш. Так, девочки, отправляю вот такой вот заказ. Печеночный тортик, мясо по-французски, перцы и котлеты. И все это сделано за 40 минут. Я уже опаздываю. Это Тандила мне свинью подсунула. Отправляю второй заказ. Мясо по-французски. 6 штук. Печеночный тортик и салат нежный. Кулечки для подсыпки, орешки. Девочки, отправляю вот такой вот заказ. 9 овощных тортиков, 50 штук котлет. Сейчас быстренько сниму. 9 печеночных тортиков. Вот таких вот овощных тортиков. Печеночных. И 50 штук люля-кебаб. Такси меня ждет. Узюрош. Девочки, отправляю вот такой вот заказ. 20 отбивных по-арабски. 2 куриных рулетика. Свекольный салат. Мужской каприз. И нежный салат. Узюрош.